Поначалу Акбара чувствовала себя неуверенно, все тревожилась, раз-другой даже хотела вернуться с пути. Беспокоилась за волчат, ведь им постоянно требуется тепло и молоко. Но пересилила себя, заставила забыть на время о логове. А когда уже в приозерной зоне вышли на след, охотничий инстинкт возобладал в ней над всем. Волки кругами ходили около яков, перемещались прыжками, выжидая удобный момент. Времени у Акбары было в обрез. Волчата ждали ее возвращения, и она кинулась первая, рискуя собой к тому яку, которого сочла послабее. Глаза яка были налиты кровью, и все же Акбара разгадала в его взгляде неуверенность, хотя она могла и ошибиться. Но раздумывать было уже поздно. Акбара кинулась яку на шею, дело решали секунды. Пока взбешенный як, тряся головой, пытался скинуть волчицу, чтобы пригвоздить ее рогами к земле, Таш-Чайнар должен был подскочить с другого боку, впиться яку клыками в горло, да так, чтобы сходу рассечь ему шейные артерии, пустить кровь, вывести из строя мозг. Так оно и случилось, но перед этим як все же успел сбросить Акбару, прижать ее к земле и теперь ревел и подкидывал ее рогами. Еще бы чуть-чуть, и он окончательно раздавил и затоптал бы ее. Но Акбара выскользнула из-под рогов, как змея, и снова прыгнула на голову яка, вгрылась в его крепкий загривок, поросший жесткой, режущей пасть, как осока шерстью. В этом нападении проявилась ее жестокая волчья сущность. Сказалось жестокое волчье предназначение – убить, чтобы жить.